Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием 40 новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске выявлено 31 случай, в Мирнинском районе 3, в Нерюнгринском районе 2, в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Усьмайском и Среднеколымских районах по одному случаю. За последнюю неделю ни одного случая не выявлено в 15 районах республики. Обращаю внимание на столицу республики, в котором непосредственно по сравнению с прошлой неделей характеризуется определенного рода повышением количества выявленных случаев. Это связано прежде всего с тем, что у нас достаточно большое количество сегодня снято ограничительных мер, которые связаны как с посещением детьми, так и взрослых различного рода мероприятий, и в том числе и учебных заведений. В связи с чем еще раз обращаю внимание на то, что ограничительные меры, установленные указом главы Республики Саха-Якутия, направленные на снижение, на нераспространение новой коронавирусной инфекции в республике, являются действующими. Остается в целом действующим по Республике Саха-Якутия масочный режим, про соблюдение социальной дистанции. В связи с чем обращаю внимание на необходимость в обязательном порядке при проведении массовых мероприятий проводить лишь только их в учреждениях культуры. При проведении массовых мероприятий учреждения культуры должны быть заполнены не более чем на 50%. Данное ограничение позволяет нам с вами держать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в стабильной ситуации. Лаборатории республики продолжают проводить соответствующие исследования. За сутки лабораториями республики проведено 2122 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии 17 лабораториями республики проведено 962 640 тестов. На настоящий момент достаточно активно в республике идет вакцинация. На 26 февраля 2021 года получили первую вакцину 41 478 человек, в том числе за сутки вакцину получили 2996, почти 3000 человек. Сегодня необходимо обратить внимание, что активно идет вакцинация в Якутске, Валданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нербинском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласских районах. Необходимо, соответственно, более активно проходить вакцинацию в районах в Ялбанабарском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Устьянском районах. Мы понимаем прекрасно, что это снижение, меньшее количество вакцинаций по ряду северных районов связано и с логистической доставкой вакцины, но необходимо обратить внимание, что это важно. Важно сегодня пройти вакцинирование для того, чтобы снизить риски и чтобы в конечном итоге все-таки прийти к снятию ограничений и режима повышенной готовности, который действует на территории Республики Саха-Якутия. Основной задачей, которую сегодня поставил глава Республики Саха-Якутия перед оперативными штабами районов республики, является продолжение соблюдения ограничений, установленных указом главы Республики Саха-Якутия, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, а также вакцинирование пожилых граждан. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, одной из основных задач является, конечно же, сохранение наших семей в полном объеме, от старших до бабушек, от дедушек и бабушек до маленьких детей. Сегодня более всего новой коронавирусной инфекции подвержены пожилые граждане. Поэтому сохранять нужно прежде всего пожилых. Поэтому как вакцинирование, так и соблюдение всех норм, которые существовали, должно относительно них соблюдаться. В связи с чем я призываю сегодня достаточно активных граждан, у которых есть желание поздравить, возможно, своих бабушек, мам, дедушек, мам с наступающим 8 марта. Или просто встретиться, все-таки помнить всегда о мерах ограничительных, которые действуют, и помнить о том, что эпидемия еще не отступила. Кроме того, при проведении мероприятий, которые организуются органами местного самоуправления, органами государственной власти, помните о соблюдении масочного режима. И помните, что для граждан 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями,
установлен режим самоизоляции. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. Второй транш вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК поступил в Алекминский район Якутии. В Ингинском наследии Тампонского района открыли детский сад «Буратино», построенный по программе «Моя Якутия» в 21 веке. Совсем как настоящий, в Сунтарах установили макет машины ГИБДД, который ночью подсвечивается проблесковыми маячками. Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах. Глава Минздрава отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России продолжается, несмотря на снижение числа заболевших. Для защиты жизни и здоровья граждан в субъектах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия, сказал он на селекторном совещании с регионами. Второй транш вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в Алекминский район поступил в количестве 300 доз. О прививочной кампании там. Елена Фаст. В минувшие выходные алекминчане получили вторую партию вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Буквально с первого дня началась вакцинация. Завершается вакцинирование вторым компонентом первого транша «Спутника». Второй транш в количестве 300 доз на выходные 21 числа. Сегодня-завтра мы заканчиваем вторую вакцинацию, первую вакцинацию второго транша. Также на сегодняшний день мы заканчиваем вторую вакцинацию первого поступления, которое было в количестве 500 доз. Любовь Автономовна первой получила вакцину. Не так давно она поставила второй компонент. Да, первая была там небольшая температура у меня 37,5, небольшая ломота была в суставах и конечностях. То вторая вообще прошла без каких-либо симптомов, никаких-нибудь недомоганий, ни температуры, ничего не было. Население стало более активным, отвечает медсестра прививочного кабинета. Население стало очень хорошо идти, потому что уже все названивают, заранее уже записываться хотят и прийти. Они идут с утра, прямо с 8 утра они начинают очередь занимать. Идет. И уже мы вторую эту хотим открыть. Кабинет процедурный, потому что чтобы народ быстрее прошел. Кстати, вторая партия поступила в ампулах. Количество препарата в них рассчитано на одного человека, что гораздо удобнее. Если на первом транше было по 5 доз в флаконе, а сейчас идет по одному дозу по одной ампуле. Это очень хорошо, удобно нам работать такими. Потому что 5-дозную флакон вытащишь и сидишь, ждешь, когда все в течение 2 часов должны они все пройти, а тут одну дозу вытащил, если один человек. Там смотришь, сколько человек стоит, столько же вытаскиваешь. Действительно, население стало более активным. Кроме того, необходимо учитывать, что в Алекминском районе в этом году пройдет эсэх Аланхо. Николай Николаевич на прошлой неделе при совещании по эсэху Аланхо озвучил пожелание, чтобы в наш район как-то, чтобы использовать зимнюю дорогу, чтобы обхватить весь наш район и наши дальние наслега, нам побольше выдали, чтобы мы были готовы к проведению эсэха Аланхо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Временно исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев подал документы на участие в выборах. Напомним, ранее Якутская городская территориальная избирательная комиссия уже приняла документы первых выдвиженцев на участие в досрочных выборах. Также был определен формат предстоящих голосований, которые пройдут в течение 3 дней с 26 по 28 марта с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Ранее такая практика применялась летом прошлого года при голосовании по поправкам в Конституцию. Тем временем Евгений Григорьев выразил готовность развивать Якутск по основным проблемным направлениям, а также внедрить новые технологии в ежедневную жизнь города. Развитие концепции умного города, интеллектуальной транспортной системы, решение вопроса по ветхому аварийному жилью, решение вопроса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реформирование отрасли ЖКХ, внедрение новых технологий. Вопрос, связанный с социальной сферой, это строительство новых школ, детских садов, ликвидация очередности. Это вклад в наше общее будущее.
Выпускники детских садов, школ и вузов Якутска будут отдыхать на сквере, который будет построен летом вблизи теплого озера. Идею выпускников 1990 года высших заведений поддержали жители автодорожного округа. И проект стал одним из победителей республиканского конкурса развития общественной инициативы. Всего конкурсный отбор прошли 330 заявок муниципальных образований. Общая сумма субсидий из республиканского бюджета составляет 500 миллионов рублей. Также софинансирование оказывают местные органы власти, спонсоры и население. В этом году впервые выбор инициативных проектов прошел в онлайн-режиме с использованием цифровой платформы. Около 38 тысяч жителей Якутии приняли участие в собрании. Я бы хотел сказать, что практически пятая часть населения республики приняла участие в обсуждении именно приоритетности проектов, представленных в заявках. На первом месте стоит у нас благоустройство, на втором месте это конкретно обеспечение водой, строительство локальных водопроводов и летних водопроводов. Еще хотел бы отметить то, что в этом году у нас есть 10 заявок, которые предусматривают ремонт школ и детских садиков. Хотели бы отметить изменения, то, что в этом году средняя стоимость проекта составляет где-то порядка 2 миллионов рублей. И очень много проектов, которые представлены суммами в 3-4 раза выше стоимости среднего проекта. Порядка 7-8 миллионов рублей. И, соответственно, эти проекты, они частично поддержаны. Сегодня в Ингинском наследии Тампонского района состоялось открытие детского сада «Буратино», построенного по программе общественного движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Это торжественное событие для жителей села Новый, которые ждали более полувека. Сюжет Марии Винокуровой. С открытием нового здания детского сада «Буратино» на 35 мест поздравили заместитель министра образования и науки Владимир Тихонов, руководитель общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» Александр Петров, глава района Яков Степанов, председатель райсовета Илья Шадрин, глава Ингинского наследия Иван Захаров. Впереди еще у нас будут работы по благоустройству, это уличное освещение, тротуар, у нас еще все это еще впереди. И это у нас еще, все это у нас будет. В стенах этого современного, красивого здания созданы все условия для развития и воспитания детей. В этом детском саду будут 3 группы вместо 2 нынешних. Воспитательская, игровые, спальные комнаты, актовый зал, в хозяйственной части пищеблок, прачечная, медкабинет. Сегодня наконец-то открылся теплый, светлый, современный детский сад. Наши дети наконец-то будут ходить в самый лучший, я бы сказала, в нашем районе детский сад. У нас полностью он укомплектованный, новое современное оборудование. По сравнению со старым зданием, в новом садике у нас все будет совершенно новое. Самое главное, в детсаду наконец-то будет тепло. Ведь в старом здании в самые стужи дети ходили в валенках. Сейчас здесь 30 градусов тепла. Я бабушка и работаю в этом садике очень долгое время. Мы жили в очень старом, холодном детском саду, почти 58-го года постройки. И очень долго ждали вот этого радостного, светлого времени. Жители надеются, что новое здание, возведенное по новым технологиям из пенобетонных блоков, будет стоять долго и крепко на радость юным ингинцам. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Ингинский наследие, Тампонский район. В Якутске торжественно открыли Центр серебряного волонтерства, который посвящен 60-летию первого в мире полета человека в космическое пространство. Сюжет Виктории Федоровой. Цель создания центра – это поддержка пожилых людей с активной жизненной позицией. Сегодня серебряные волонтеры Якутии тесно сотрудничают с органами власти, активно принимают участие в социально-культурной жизни региона. Всего в Ассоциацию ветеранов Якутии входит 30 общественных объединений. 25 улусов объединили общественные движения, общественные объединения и работаем все сообща по девизом нашим является единение. Так, во многих улусах есть объединения, которые бесплатно работают по многим направлениям. Это помощь малоимущим, социально незащищенным слоям населения, преемственность поколений и благотворительность. Открыли такое прекрасное здание
ресурсного центра имени Юрия Гагарина. Мы сюда ходим на разные кружки, где-то порядка 10 кружков мы посещаем. Очень радостно нас встречают. Действительно, отныне обмениваться опытом, объединять добровольческие ресурсы волонтеры-пенсионеры могут у себя в центре. 25 лет Галина чувала на общественных началах. Сегодня она руководитель клуба ветеранов «Сударушка» поселка Жатай. И вот клуб «Сударушка» проводит в Доме культуры. Значит, нам представляют помещение, у нас есть свой диджей, поэтому люди с удовольствием приходят на наши встречи. Галина Иннокентьевна уверена, полезное времяпровождение и общение продлевает жизнь. 5 лет приходил на наше заседание клуба, ни один не заболел ни Альцгеймера болезнью, ни какими-то другими этими старческими болезнями. Все в здравии, при хорошей памяти. Поэтому я хочу сказать, что общение очень важно для людей пожилого возраста. Уже с завтрашнего дня в центре начнутся образовательные программы для пожилых людей. Это и основы кройки шитья, мастер-классы по танцам, обучение основам компьютерной грамотности и техники рисования. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Сотрудники госавтоинспекции Намского района проводят занятия по безопасности со школьниками и их родителями. В 4 школах имеется мобильный городок. Он позволяет на практике отработать с детьми правила дорожного движения и различные ситуации, которые могут возникнуть на пути в школу. В СОЖ номер 2 в игровой форме дети примерили на себя роли пешехода, водителя за рулем автомобиля или полицейского. Были смоделированы различные дорожные ловушки, разобраться с которыми ребятам помогали госавтоинспекторы. За этот год сотрудники Намского района только в этой школе провели 9 занятий с применением мобильного городка. Для безопасности автомобильных дорог предприятие «Сунтар Автодор» установил муляж патрульного автомобиля службы ГАИ. Он сделан из пластика, в ночное время маячок светится. Тем самым невозможно различить, что это реальное авто или макет. Их поставят и на других строительных участках федеральной дороги. Цель установки данного макета составляет для снижения безопасности дорожного движения, чтобы в населенном пункте и за пределами для снижения риска автомобильной катастроф и безопасных ЧС. В дальнейшем возможно установка еще дополнительных видеокамер, чтобы снижение, опять же, то есть уменьшение риска, так сказать. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.